Застрявшим в России мигрантам объявили амнистию. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, на что пойдет Россия, чтобы помочь мигрантам. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Это выдача патентов. То, что касается безвизовых стран, СНГ, это будем говорить, основные наши, люди, трудовые мигранты. Тоже патент, чтобы вам продлили, выезжать не нужно. Всем все продлят, чтобы вы могли законно трудиться, работать, не было у вас никаких проблем. Глава Комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что делается для того, чтобы облегчить жизнь оставшимся в РФ из-за коронавируса мигрантам. Сейчас продлить патент, находясь в России, можно только один раз. Для повторного и последующих продлений необходимо пересекать границу РФ. Первое. Как продлить срок пребывания? Вы идете просто в территориальный отдел УВМ, пишите заявление в свободной форме. Просто прошу продлить срок пребывания. Вам обязаны его продлить. Но уже скоро, как заверяет Калашников, все изменится. Буквально завтра мы примем в окончательном чтении закон по патентам. Мы отменяем необходимость выезда за границу для его продления, рассказал руководитель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Я автор этого законопроекта. Мы подготовили его еще до пандемии коронавируса, но он лежал, его не рассматривали. А коронавирус всех подстегнул. И сейчас мы эту норму отменяем. Продлевать патент можно будет, не выезжая из России. Причем даже не приходя в органы МВД, уточнил депутат. Дело тем, кто стал нарушителем буквально 2-3 дня назад, потому что не смог пересечь границу. То есть люди поехали делать выезд, их не выпустили. И, соответственно, они уже 2-3 дня нарушители, не знают, что делать. Таким тоже будет продлено. Парламентарий рассказал, что мигрантов с патентами в России около 1 700 000 человек. И сейчас большинство из них помогают сражаться с пандемией коронавируса в РФ. У вас есть родственники или знакомые, застрявшие в России из-за пандемии? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Это продление вида на жительство. То есть, если у вас вид на жительство, который еще имеет срок действия, как вы знаете, с 1 ноября прошлого года, виды на жительство выдаются уже без срока действия, то есть на всю жизнь. Те, у кого еще срок действия и подходит срок, виды на жительство тоже будут продлены, не переживайте. Я это говорил в Государственной Думе во вторник, во время принятия закона в первом чтении, и не стесняюсь это повторить. Кто сейчас у вас все убирает, дезинфицирует? Санитарки, уборщицы, дворники, люди, работающие в России по патентам. Именно им, так же как врачам и медсестрам, нужно сказать спасибо за эту тяжелую работу, сказал Калашников. Еще одно важное принятое нововведение – это амнистия для трудовых мигрантов. До недавнего времени они могли находиться в РФ не более 90 дней, но эту норму изменили. Недели 1,5-2 назад мы продлили этот срок до 180 дней, причем всем и тем, у кого время нахождения в России подходит к 3 месяцам, и тем, кто уже нарушил эту норму и боится приходить в МВД. Всем нарушителям срок нахождения в России тоже продлевается, а само нарушение прощается, отметил Калашников. Мы написали в правительство и по всем остальным миграционным статусам. Их же очень много. Это и вид на жительство, и беженцы, и временный въезд на автомобилях с иностранными номерами. Всего около 10. По ним мы тоже просим продлить сроки. Не хочу называть имен, но люди из правительства на словах мне обещают, что и тут все удастся решить быстро, заверил Леонид Калашников. В свою очередь Госдума поручила этому комитету запросить в МВД информацию о принимаемых мерах в отношении мигрантов, которые остались в России без работы и возможности вернуться на родину в разгар эпидемии коронавируса. Ответов пока нет, но мне сказали устно, что меры уже приняли. По обычному запросу в правительство ответить должны в течение месяца, а на так называемый запрос от всей Думы в течение 15 дней, но никто тянуть не будет, и есть надежда, что о конкретных решениях станет известно уже очень скоро, уверен Леонид Калашников. То есть Российская Федерация не закрывает границы для иностранных граждан. Если есть возможность уехать, то есть там ходит поезд, летает самолет, пожалуйста, можете уехать. На этом у нас все. Просим вас оценить наше видео подпиской и лайком. Также у нас есть специальное предложение для тех, кто заинтересован в продвижении своего продукта. Мы предоставляем рекламу на очень выгодных условиях. Подробности будут под видео или же в шапке профиля. До скорой встречи!